Сложную операцию ингушские сосудистые хирурги проводят впервые. На операционном столе пациентка с диагнозом варикозное расширение вен нижних конечностей. Современное оборудование и опыт позволяют врачам провести операцию с максимальной точностью и легкостью. Женщина не чувствует боли. Множество мониторов, контроль давления и пульса. С первого взгляда все выглядит довольно сложно. Но врачи уверяют, новая система, которую здесь внедрили совсем недавно, позволяет легко проводить операции на таких сложных участках в организме, как сосуды и вены. Пациентка страдает варикозной болезнью давно. Жаловалась на тяжесть в ногах, быструю утомляемость, отеки и боли. Поэтому было принято решение провести оперативное вмешательство. Операция заключается в том, что мы вводим специальный инструмент, так называемый световод, через маленький прокол. Все манипуляции выполняются под контролем УЗИ. Позиционируем световод, где нам нужно. Генератор излучает лазерное излучение. В рассвете сосуда создается определенная температура и вена коагулируется. Таким образом, мы достигаем отсутствия разрезов. В послеоперационном периоде пациенты сразу активизируются, практически у них не бывает болевого синдрома. Словом, врачи используют современные методы и методики лечения заболевания. Эндовенозная лазерная коагуляция – один из самых безопасных и эффективных видов лечения варикозной болезни. Врачи отдают предпочтение этой системе из-за минимальной травматичности, хорошего косметического результата. Еще один плюс – после операции не остается шрамов и рубцов. При этом низкий процент рецидивов. Эти операции мы начали буквально 2 недели назад. У нас появилось оборудование, доктор Бекхан Амирович все это внедрил и очень успешно развивает у нас в отделении. Приходит назначенное время, день операции, без никаких анализов. Мы можем сразу взять в операционную пациента и, в принципе, через один прокол, без разреза, без анестезии проводится эта операция. И сразу же после операции эти пациенту можно активизировать, и они пешком можно домой отправить. В отделении сосудистой хирургии врачи давно проводят сложные и жизненно важные операции по лечению тромбоза нижних и верхних конечностей, глубоких вен и не только. От 30 до 60% случаев гибели из-за внезапно возникшего тромбоза глубоких вен и дальнейшей тромбоэмболии случаются на фоне варикозной болезни. Это сейчас Шахбота Дандиева не мучают страшные боли, но тромб чуть не лишил его жизни. Ингушские сосудистые хирурги провели срочную операцию мужчине. Болела нога. Оказывается, у меня был тромб артерии. Вот они меня в срочной госпитализации положили. Вот вчера вот эту операцию провели очень удачно. Я лично доволен. А вы рады, что не приходится выезжать куда-то? Это большое дело. Да, еще 350 тысяч денег отдать надо. Мне уже с Грозного звонили. Тебе повезло, говорит, ты как местный житель, 350 тысяч минимум тебе отдать надо было за эту операцию. Конечно, как пенсионеру мне это очень выгодно для бюджета моего. Такую же сложную операцию накануне провели и Тамаре Гулоевой. Тромб женщины чуть было не ушел в легочную артерию. Поступила сюда с тромбозом. Да. Очень тяжелое состояние. Мне надо было куда-то в другое место, но здесь лучше у нас. Операцию удачно вам? Операцию очень хорошо провели, удачно, все хорошо, все нормально у меня сейчас. И хожу сейчас, и встаю. Ингушские медики каждый день доказывают на примере удачных операций, что в регионе есть все необходимое высокотехнологичное оборудование, чтобы проводить как экстренные оперативные вмешательства, так и плановые операции. В этом деле медицина республики давно шагнула в новшество. Рина Сычоева, Адам Далаков. Новости 24.